Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Мы продолжаем общаться с гостями и участниками третьего федерального форума «Цифровой алмаз». Безусловно, говоря о цифровизации регионов, невозможно не говорить о кибербезопасности. Об основных трендах в этой сфере мы сегодня и поговорим с генеральным директором ООО «Софтмол» Сергеем Андреевичем Тумановым. Сергей Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, рад видеть вас здесь на форуме. Давайте немножко поговорим о вашей компании. Какова у нее история, почему именно выбрали направление кибербезопасности? Мы третий раз на форуме, третий раз являемся партнером форума. Вообще нашей компании 7 лет, и наша компания занимается не только информационной безопасностью, но и вообще информационными технологиями в целом. То есть мы занимаемся разработкой программного обеспечения отечественного, занимаемся интеграцией оборудования различного, в последнее время преимущественно, опять же, отечественного, и информационная безопасность. Почему информационная безопасность? Но я еще вуз заканчивал по специальности информационная безопасность. И вообще это мировой тренд, мировой IT-тренд, поскольку вообще IT — это довольно широкая сфера. Информационная безопасность стоит на острие, поскольку можно хоть сколько обсуждать проблемы информационных технологий, в том числе последнее время, да, это стало очень актуально, поскольку мировые игроки, мировые мастодонты IT-сферы уходят с российского рынка. Они как уходили до 2022 года, так и сейчас уходят. Понятно почему. Соответственно, есть определенные проблемы в этой сфере. Сейчас огромное внимание уделяется российским разработчикам, как созданию условий для их работы на территории России, так и созданию условий для создания этими компаниями российских продуктов, и в том числе их экспорт. Не только то есть российский рынок, но и экспорт. Это как налоговые льготы, это различные гранты, как Министерство цифрового развития, так и Минпрома, различных фондов и так далее, поддержание стартапов. Но все-таки информационная безопасность сейчас стала очень важна, поскольку развернута настоящая кибервойна, в том числе на российскую инфраструктуру. Она ведется не только нашими врагами, то есть в принципе бизнес, криминальный бизнес в сфере информационных технологий, он стал очень развит. Он очень развит стал последние, наверное, лет 10. То есть если мы раньше видели группировки хакеров, которые выполняли, в принципе, все сферы работы, то есть замыкали весь круг, весь цикл IT-преступлений, то теперь, последние, наверное, лет 10, преступления в сфере цифровой среде стали намного продвинутей, и произошло своего рода разделение труда. То есть даже в Даркнете существуют определенные магазины, где можно заказать атаку. То есть можно выбрать жертву, можно даже выбрать вид атаки, ее мощность, выбрать посредника, кто будет общаться с жертвой и так далее. То есть заказать, оплатить и ждать результата. Поэтому появились группировки, которые являются переговорщиками, существенно модифицировались базы данных жертв, сильно развиваются методы атаки, различные скрипты. Соответственно, этот криминальный бизнес очень сильно развивается. Соответственно, необходимо развивать и методы защиты. Методы защиты идут всегда позади методов атак. Как бы это не было печально. То есть мы сначала видим метод атаки, видим, какую уязвимость этот метод использует, и только тогда готовим уже метод защиты. Очень был показателен вирус WannaCry, который использовал уязвимость, который был, в принципе, всем давно известный, с 90-х годов, и очень большое количество жертв было после этого. Соответственно, я приведу пример просто. Сейчас очень распространенный вид атаки — это шифровальщик. Каким бы ни был там вход в информационную систему или инфраструктуру, как правило, база данных похищается, то есть копируется. Это может быть разное, это может быть бухгалтерия, может быть какая-то конфиденциальная информация. То есть вообще все сферы подвержены? Да, везде, где есть компьютер, скажем так. База данных копируется
куда-либо, а то, что осталось, ну, то есть то, что есть, оно шифруется. И потом требует выкуп. То есть вообще нужно понимать, что там 95% киберпреступлений, они направлены на получение денег злоумышленниками в каком-либо виде. Денег, криптовалюты там, и так далее. А все остальное, это может быть там политика, ну все что угодно, там какая-нибудь, в том числе там кибершпионаж, киберразведка, промышленный шпионаж и так далее. А 95% это киберпреступления направлены на получение денег. То есть жертва там инфраструктура жертвы шифруется, требуется выкуп. Вот простой пример. Вирус шифровальщик широко распространенный. Какая-то группировка его распространяет, там, неважно каким способом, у них появляется база жертв, база тех, кто поймал этот вирус, кого зашифровали. Они при этой базе все и рассылают письма с требованием выкупа. Допустим, 10% из базы просто отвечают на вопрос, это уже следующая база. Ну, то есть просто связываются с злоумышленником. То есть и первая база, и вторая база идет в продажу злоумышленниками. А потом появляется третья база, это те, кто заплатил. 1% заплатил, это очень большая сумма. Третья база. Потом начинает повторно просить заплатить. Ну, какой-то части они дали возможность расшифровать свои информационные системы, соответственно, жертва верит, начинает верить. Ну, все равно же есть какое-то сарафанное радио. Люди рассказывают, да, действительно, нам дали ключи, мы расшифровали свою инфраструктуру, дальше живем. Это тоже база, с которой тоже будут работать, ее тоже продадут. И так до бесконечности. Некоторые платят по 3, по 4, по 5 раз выкуп. Некоторые не платят. Но тем не менее есть база, в которой есть информация, что эта инфраструктура такого-то клиента, она подвержена атаке. Но есть же еще такая тенденция, как внутренние кибернетические, киберугрозы, так говорят. Вот многие ваши коллеги по кибербезопасности говорят о том, что это тоже очень важное направление сегодня, бороться с киберугрозами изнутри. Как в этом направлении сегодня процесс ведется? Если мы говорим о понятиях информационной безопасности, есть внутренний нарушитель, есть внешний нарушитель. Вот. До этого мы говорили про внешнего. Про внешних там все понятно, это целый бизнес. Да. Что такое внутренний? Внутренние — это либо инсайдер, то есть их тоже делят по группам, по различным. Есть методические документы ФСБ, есть методические документы в СТЭК, где есть четкое разделение нарушителей, где мы можем с ними работать. В соответствии с категорией внутреннего нарушителя выбирается средство защиты, ну, то есть строится система защиты. Так вот, для внутренних нарушителей тоже есть системы, различные криптографические системы, системы DLP, системы их так называют, система борьбы с внутренним нарушителем, система защиты там, и управления доступом, антивирусная система, это тоже внутренний нарушитель. Вот, есть такой метод атаки, не метод атаки, а такое, ну вообще выражение на сленге «дорожное яблоко», да, вот раньше очень хорошо, так называемые белые хакеры, это компании, которые занимаются, наоборот, полезной деятельностью в сфере информационной безопасности, при борьбе друг с другом, то есть устраивают соревнования, подкладывали просто в компанию флешку. Вот, представьте, там 2010 год, флешка там, на 2 гигабайта. Это был вообще супер компьютер, да? Ложит ее где-нибудь на проходной. Человек идет, берет эту флешку, особенно если это айтишник, да, он же разбирается, что это такое. Да, он радуется, и он же не вытерпит до дома, он ее вставит на рабочем месте, чтобы проверить, действительно ли там 2 гигабайта. Получает вирус, соответственно, там уже злоумышленник работает извне, допустим. Есть нарушители, которые там хотят перепродать существующую базу, хотят навредить компании. Сейчас очень часто с этим сталкиваются, когда, допустим, системный администратор увольняется, плохо, и зная внутреннюю инфраструктуру, зная там пароли рутовские, допустим, он может навредить, либо перепродать, либо навредить, он может посотрудничать там с какими-нибудь злоумышленниками и так далее, попродавать какие-нибудь базы. То есть это все внутренний нарушитель. С ним тоже есть методы борьбы, как внутри, это есть специальные средства защиты, так и снаружи. Плюс ко всему, защиту информации, методы защиты информации можно поделить на техническую. Это когда есть конкретное техническое средство, которое связано с определенными угрозами технических каналов утечки. Есть организационные меры. Это различные положения, приказы, инструкции, с которыми должны ознакомливаться как пользователи,
так и администраторы, администраторы безопасности и даже руководители компании, для того, чтобы предотвратить возможную утечку информации с использованием внутреннего нарушителя. Сергей Андреевич, я в заключение хочу спросить, вот что вы вначале сказали о том, что рынок сейчас открыт, рынок сейчас развивается для российских разработчиков программного обеспечения в сфере кибербезопасности. На ваш взгляд, вот третий раз приезжаете на «Цифровой алмаз», что сам форум конкретно дает тем, кто заинтересован в этой сфере? Любой форум – это встреча спроса и предложений. Если я сам являюсь разработчиком, в том числе систем защиты информации, что я здесь вижу? Я здесь вижу проблемы, обсуждаемые в том числе наших партнеров и наших заказчиков. То есть мы видим, что им надо, мы видим, какие проблемы у них есть, мы можем с ними это обсудить. Можем это обсудить как в кулуарах, так и на рабочей программе, да, на пленарной сессии, на какой-то рабочей сессии. Проблема же, вообще любая проблема заказчика, потребителя этих средств, это то, что система, любое программное обеспечение, оно, как правило, не адаптируется под конкретную отрасль. Любой производитель пытается сделать универсальную систему, которая будет легко продавать, чтобы она заходила как промышленные компании, как IT-компании, как органу власти, ну и либо любому другому сегменту B2B. Здесь заказчик говорит о том, что у него есть свои проблемы, которые необходимо решить для того, чтобы его бизнес-процесс автоматизировался, был защищен, и он как можно меньше обращался к поставщику, решая какую-то проблему. Конкретное решение, я думаю, уже за 3 года-то есть. Да, конкретные кейсы, даже говоря, конечно, они есть, они, естественно, модифицируются, мы пытаемся их улучшить. Как раз на площадках форума мы это обсуждаем. В том числе вчера презентовался Центр противодействия кибератакам, который создан в региональном центре информационных технологий. Это очень серьезная система, мы участвовали в ее проектировании, в создании, в поставках. Соответственно, это передовой центр, по крайней мере, на Дальнем Востоке. И сейчас необходимо уделять большое внимание его развитию, потому что это как развитие технического блока, так и развитие компетенций внутри республики, внутри Дальнего Востока и вообще в Сибири, наверное, и России, потому что Республика Саха-Якутия имеет серьезный интеллектуальный потенциал, и как раз сфера информационной безопасности, а как раз в том числе сфера борьбы с киберпреступлениями очень сильно нуждается в IT-компетенциях, в компетенциях и экспертизе информационной безопасности. И это как раз такой серьезный большой шаг и задел для развития этой области. Сергей Андреевич, ну что ж, я уверен, что по итогам этого форума этот задел продолжит свое развитие. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Да, спасибо, что позвали. Это было актуальное интервью. До встречи.